Уникальность проекта «Танцуют все» заложена в самом названии. Перед вами здесь действительно танцуют все. Ведь только у нас в борьбе за звание лучшего могут сойтись брейкеры, балетные танцовщики и даже Национальный театр из Улан-Удэ. Хранители уникальных традиций народного танца, лауреаты премии правительства Российской Федерации. Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал». Я думаю, что мы являемся одним из самых экзотичных коллективов на этом проекте. Наш театр несет культуру бурятского народа. Народ, который проживает на берегах Байкала, нашего священного озера. В каждой культуре, конечно, несомненно, есть своя изюминка. Вот в нашей культуре, в бурятском танце, есть своя изюминка – это йохар. Когда человек оказывается в кругу и танцует, он входит в другое состояние, у него происходит как бы перезагрузка. Мы являемся старейшим и единственным профессиональным театром песни и танца, который хранит и продвигает бурят-монгольскую национальную культуру. Для нас это очень опасный эксперимент, но я понимаю четко, что у нас есть такой посыл к движению, к изменению. Приезжая на этот проект, мы понимаем то, что необходимо показывать нашу универсальность. И я думаю, что мы на 100% готовы это показать всей России. Театр песни и танца «Байкал». Улан-Удэ. Это было потрясающе. Просто потрясающе. Расскажите, пожалуйста, что мы сейчас увидели? Это какая-то легенда, история? Это
Композиция это из спектакля. Спектакль поставлен по мифам и легендам бурятского народа. Называется «Дух предков». В этом спектакле народ воспевает своих прародителей, то есть тотемы. Тотемы, то есть я, допустим, моя роль это буртышана, это волк. Есть буханаин, это бык. Есть рембуха, рембуха это пестрый бык. Да, вот этот красивый белый костюм, это кто? Это прародитель хори-бурят, лебедь. И вот в красном костюме это бог огня, Сахяденаин. Бог огня. Слушайте, Прекрасно. это невероятно. А как долго вы надеваете свои костюмы? Ведь это целая амуниция. Ну, полчаса нам хватает. Тяжело в этом танцевать? В какой-то части, да. Мы справляемся. Слушайте, ну, Потрясающе. очень интересно узнать историю театра «Байкал». Кто стоял у стоков? Как создавалось все? Нам исполнилось 75 лет. В 1942 во времена Великой Отечественной войны наш театр образовался. У истоков стояли легендарные личности, деятели нашей бурятской культуры, такие как Бау Емпилов, Жикжит Батуев, Татьяна Глязер. Да. И, между прочим, одним из первых балетмейстеров, приглашенных нам в республику, был Игорь Моисеев. Ну что ж, самое время спросить у нашего уважаемого жюри, что они думают об этом танце, об этом замечательном коллективе «Байкал». Алла Михайловна. Вы знаете, что несколько раз мне довелось быть в Улан-Удэ. Это потрясающе красивый город, замечательный. Такие гостеприимные люди там живут. И вообще, вот смотришь на вот эти все коллективы, которые вот мы сегодня рассматриваем, и думаешь, какая же богатейшая страна! Сколько всего невероятного! Вы прекрасный. Но я очень за вас волнуюсь, как вы дальше вообще-то будете. Потому что вы настолько самобытны, как вы будете трансформироваться. Я желаю вам удачи, удачи, удачи. Владимир, как вы считаете, а с балетом получится у ребят? Гарантий здесь никаких нету. Ну, все зависит, наверное, от исполнителей в большой части. Поэтому ни пуха, ни пера. Егор Дружинин. Друзья, смотрю я на вас, и что я вижу? Я вижу полное соответствие формы и содержания. Вы большие молодцы, Бурятия может вами гордиться. Ваш коллектив находится на очень высоком уровне профессионально. Я вам желаю в этом проекте хороших, крепких номеров, где точно так же форма будет соответствовать содержанию, и тогда вы будете победителями, без сомнений. Прекрасное напутствие. Спасибо большое. Спасибо за этот номер, это было потрясающе. Спасибо, что удивляете нас, здорово. И удачи вам в проекте «Танцуют все». Национальный театр песни и танцев «Байкал». Улан-Удэ.